Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Вот легко было Джорджу Вашингтону в его, по нынешним меркам, доинформационную эпоху говорить: если ты ценишь свою репутацию, связывай жизнь с добропорядочными людьми. А сейчас, даже если в твоем окружении только порядочные люди, но ты публичный человек, будь готов к тому, что однажды в каком-нибудь СМИ появится материал, мягко говоря, не соответствующий действительности. Или интернет переполнится ложными обвинениями в твой адрес. О защите чести, достоинства и деловой репутации наш сегодняшний выпуск. Прежде чем предоставить слово эксперту, в данном случае по гражданско-правовой защите, хочу отметить, что и уголовным законодательством предусмотрена ответственность за умышленные клевету и оскорбления граждан. Но все же гораздо более распространены иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. По ним уже наработана большая практика. С каждым годом таких заявлений подается все больше, в том числе и потому, конечно, что растет наше правосознание, повышается наша правовая грамотность. Правда, та же грамотность заставляет помнить: суд может признать, что порочащие сведения соответствуют действительности, либо что распространенные сведения не являются порочащими, и тогда в удовлетворении иска будет отказано. В этом случае репутационные риски истца превратятся в потери. Что же все-таки делать человеку, который чувствует, что его честь, достоинство и деловая репутация нуждаются в защите? На сегодняшний день защитить себя можно одним цивилизованным способом – это обратиться в суд. Другого способа защиты, в принципе, реально действенного его не существует. Дуэли-то ведь отменены. Дуэли-то отменены, действительно, да, и вендетта вроде бы уже не в законе, да. Итак, Павел, какие обстоятельства имеют значение для того, чтобы суд принял к рассмотрению и к производству заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации? Конечно, должен быть факт высказывания в отношении этого лица. Должно быть, эти сведения истец должен считать для себя порочащими его честь и достоинство в чем-то, возможно, недостоверными сведениями, потому что чаще всего у нас вообще и практики, и по закону только недостоверные сведения могут стать порочащими чести и достоинства. В отличие от многих стран, где распространено понятие дефамация, то есть оглашение любых сведений, ложных или даже действительных, подрывающих репутацию какого-либо лица. Там пытаются сейчас, внесли определенные изменения, но практика идет все равно по тем рельсам, по которым она шла всю жизнь. Да? То есть недостоверные сведения в отношении лица, они порочат честь и достоинство. Достоверные не порочат, несмотря на то, что это может быть оскорбительно и так далее. В любом случае. То есть нужно доказать факт выступления, высказывания и то, что эти сведения, в общем-то, истец считает для себя порочащими честь и достоинство. Забавный и в то же время запредельный пример. В прошлом году карельская газета «Северные берега» опубликовала материал с критикой действий сотрудника полиции, который допросил несовершеннолетнего в отсутствие его родителей. Цитирую по РИА Новости. Автор статьи использовала две пословицы: «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», и «Законы святы, да законники лихие супостаты». Представители МВД потребовали признать проиллюстрированные пословицами высказывания недостоверными. Верховный суд Карелии обязал редакцию опровергнуть материал, порочащий честь МВД. Судья тоже человек, но есть и другая сторона медали. Язык-то наш богат, и можно же высказывание сделать таким образом. И чаще всего, кстати, люди, которые специализируются на различных родах провокациях, СМИ и вообще в интернете, они очень грамотно подходят к постановке своих слов, выражений, предложений. Таким образом, что это либо мнение, либо предположение, либо это что-то такое, что не утверждение ни в коем случае. Да? То есть практически нужно избегать утверждений, и тогда суд, наверное, станет на ту сторону чаще всего. Если ты ничего не утверждаешь, а предполагаешь, то тогда практически ты защищен. И тут суды чаще всего отказывают на основании того, что это мнение человека. А у нас существует на сегодняшний день свобода слова. И что бы ни говорили деятели интернет-сообществ, свобода слова в судах достаточно серьезно на сегодняшний день защищается.
Очень часто средства массовой информации выигрывают иски о защите чести и достоинства. На том простом основании, что Конституцией закреплена свобода слова. То есть граница между свободой слова, мнением журналиста и откровенной разнузданностью достаточно размыта. Понимаете, ее невозможно очертить. Ее невозможно очертить, она определяется в каждом случае индивидуально и чаще всего интуитивно. Потому что нельзя принять постановление правительства, перечень выражений, которые нельзя высказывать. Понимаете? Невозможно. И закон, в общем-то, невозможно сказать, что человек может говорить, а что не может говорить. Единственное, что, конечно, есть правило, что ты не должен оскорблять других людей. Это запрещено. Да? Нельзя умалять честь и достоинство других людей. Это запрещено. А что умаляет твою честь и достоинство? Это надо решать индивидуально. Поэтому этим и пользуются. И здесь, конечно же, люди пользуются и злоупотреблением правом. То есть им дана свобода слова как право. Свобода, конечно, это прежде всего ответственность. Мало кто это просто понимает. Мало кто это понимает. И, к сожалению, мы относимся к этому достаточно легкомысленно. Но, тем не менее, повторяю, что достаточно понимания свободы слова, оно сегодня достаточно низкое, наверное. Но суды очень часто защищают там, даже где, возможно, и не надо было. Кто несет бремя доказательства? Тут ответчик должен, конечно, доказать достоверность сведений. Другое дело, что, понимаете, чаще всего сейчас, по крайней мере, по протяжении многих лет практики работы средств массовой информации, о чем я говорил, да, сведения преподносятся не как утверждение. И в таком случае достоверность их или недостоверность, в общем-то, теряет определенный смысл. Иной раз и вердикт теряет смысл. Как, например, такой более чем столетней давности. Невиновен, но заслуживает снисхождения. И все же ответчик должен убедить суд в том, что распространенные им сведения соответствуют действительности. Истец обязан лишь доказать факт распространения ответчиком порочащих сведений и вправе обозначить величину морального ущерба. А как оценивается моральный ущерб? Тут, кстати, на самом деле большая проблема. Определяет его судья. И надо сказать, логику судьи сегодня в принятии подобных решений, оценки морального вреда, ее вообще не существует. Конечно, нужно оценивать деловую репутацию человека. Кто это? Президент крупной компании, либо это средний менеджер. Карьерные, репутационные риски для разных людей будут разные. И потери возможные будут разные. Поэтому А сегодня очень низкие, к сожалению, суды почему-то у нас исходят из низкой стоимости морального вреда. В отличие от западных стран, где иск о взыскании морального вреда – это очень сильный инструмент и одно из самых сильных юридических рисков. То, чего больше всего боятся компании, которые занимаются, например, средством массовой информации, естественно, и компании общепита, компании торговли, которые, если при нарушении защиты прав потребителей, естественно, если прилетит многомиллионный иск, ты сразу разорен, да? А взыскать, самый знаменитый пример с чашкой кофе, не было написано, что осторожно, кофе горячий, человек обжегся, получил $1 миллион, да? С одной стороны, конечно, это бред. Но с другой стороны, а как регулировать-то? В общем-то, у нас сегодня можно что угодно написать об этом человеке, чем ты рискуешь. Кроме того, что с тебя взыщут 1010. Что можно сделать, если невозможно установить лицо, распространившее эти? Тут вообще, если говорить честно и объективно, практически, наверное, ничего сделать нельзя. Практически ничего сделать нельзя, потому что юридическую ответственность, ответчиком-то может быть только лицо, которое, в общем-то, вам известно. Да? Здесь, конечно, если вы имеете в виду интернет, чаще всего, да, в интернете практически его может установить правоохранительные органы, анонимное лицо, конечно, по IP-адресу и так далее, но иски о защите чести и достоинства правоохранительные органы вмешиваться права не имеют. Это частные гражданско-правовые споры,
И здесь правоохранительные органы не имеют компетенции. И помогать, кстати, они не могут здесь. И если человек не распространил что-то такое страшное, например, там какие-то вещи имеются, там религиозные оскорбления, там, призывы к национальной розни, межнациональной розни, и такие вещи, которые могут прослеживаться определенные составы преступлений, правоохранительные органы вообще вмешиваться не могут. Павел, выборный год. На что особенно должны обращать внимание журналисты и руководители средств массовой информации? Вообще, вот эта категория свободы слова в выборный период, она несколько ограничена законом. То есть нельзя давать какие-то либо оценочные, в агитационный период нельзя создавать, в законе написано, что нельзя создавать положительный или отрицательный имидж. Что бы это ни понимается, опять же, вы понимаете, как хотите. По практике нашей работы, нашей Центральной избирательной комиссии республики, в которой я участвовал, я вам могу сказать, что чаще всего это любые оценочные, рассматриваются любые оценочные категории. Хороший кандидат, плохой кандидат, хорошая партия, плохая партия, хорошая программа, плохая программа. Любые вещи, в принципе, расцениваются как создание, как нарушение закона, как агитацию. То есть создание и положительного имиджа будет агитацией, и негативного имиджа тоже будет агитацией. Чем рискует средства массовой информации зарегистрированное? Если 2 и более раза ты попался за это административное правонарушение, Роскомнадзор в принципе может приостановить даже действие лицензии средств массовой информации. Такие примеры, кстати, были. Пусть избиратель все-таки решает, что ему более предпочтительнее, какая программа какой партии. Потому что, в любом случае, конечно, информирование выборов – это самая важная часть вообще в выборном периоде. И, естественно, влияние средств массовой информации в этот период многократно увеличивается. Интересный получился разговор. С одной стороны, есть сфера отношений, формирующих понятие чести, достоинства гражданина, его деловой репутации. Уважать человеческое достоинство значит уважать основные жизненные права человека. Право гражданина требовать, чтобы его репутация складывалась на основе достоверных сведений о нем, о его поведении, чтобы его публичная моральная оценка соответствовала действительности, защищено законом. И свобода слова – это высочайшая ценность. С другой стороны, появляются контекстные лазейки. Иногда происходит безответственное злоупотребление правами и свободами. И прямое очернительство, необоснованные обвинения – это те сорняки, которыми порой зарастает правовое поле. Мне самому очень нравится такое выражение жизненного кредо. Сердце людям, душу Богу, а честь никому. Помните знаменитое Тютчевское «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Это он говорил о поэтах. А журналистам, прежде чем писать, надо все-таки думать и взвешивать, как отзовется их то или иное слово. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.